В Ангаласском филиале Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи работают 3 психолога. Первые дни частичной мобилизации ими был разработан опросник, который давали заполнить членам семей мобилизованных. В этом опроснике у нас входят данные семьи, сколько детей в семье, устроены ли дети в детские сады, нуждаются ли они в ремонте в зимний период для подготовки дома, да? Нуждаются ли они в юридической помощи, в психологической помощи и так далее. В случае, если есть запрос на психологическую помощь, психологи назначают индивидуальную консультацию на базе центра, либо по возможности выезжают в населенные пункты. К нам приезжают с Мугуняхтаха, с Чапаева, да, с Шимкона, приезжают на индивидуальные консультации именно с этим запросом. Также вот на выездных работах уже, когда мы приезжаем, то желающие подходят в администрацию и тоже проводятся индивидуальные консультации. Как оказалось, психологическая помощь нужна и тем, кто работает с мобилизованными, например, раздает повестки. Специалисты администрации, они раздавали повестки и, конечно же, получали шквал негатива в свой адрес и находились в повышенном эмоциональном напряжении. Поэтому для них тоже оказывается психологическая помощь. Но все же сильнейший стресс испытывают близкие и родные тех, кто сейчас на передовой. Психологи центра помогают им не только справиться с напряжением, но и правильно держать связь со своими мужьями, отцами, сыновьями и братьями. Вся наша работа ведется с таким посылом, что мы должны быть хорошим тылом. Если мы здесь, да, сохраняем спокойствие, не болеем, да, не паникуем, да, то мы являемся таким образом, помогаем своим родным. То есть они все равно, находясь даже далеко от нас, беспокоятся за наше состояние. Да? И каково же будет тяжело мужчине, если он услышит по телефону, что мама попала в больницу. Это же дополнительная нагрузка для него. И поэтому мы должны понимать, что, сохраняя здесь свое спокойное состояние, мы тем самым им помогаем. Если у членов семей мобилизованных нет возможности подойти на консультацию, они всегда могут пообщаться с психологом по телефону. Контактные номера могут подсказать в школах района и в наследных администрациях. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.